И, конечно, изюминка праздника – сама Усть-Цилимская горка. И наряды, которые надевают на нее местные красавицы. Это настоящие боярские наряды из русских сказок и преданий. Костюмы, сшитые больше века назад, берегут, хранят в бабушкиных сундуках и передают из поколения в поколение. Елена Кононова окунулась в это море парчи, бархата, репса и шелка. Это старинные наряды только проветривает, никогда не стирает, чтобы цвета не полиняли. Рукава, сарафаны, рубахи, платы переливаются на солнце всеми цветами радуги. Самая старшая у нас из 6 дочерей одевали всегда вот эту золотую половинку. Она считалась самая почетная, потому что здесь золотыми нитками сшиты. Такую одежду нужно правильно надевать и носить. Съемочная группа отправилась на мастер-класс в историко-мемориальный музей Андрея Журавского. Эту женскую рубаху называют рукава. Глаз радуют плечевые вставки, ластовицы и позумент на вороте, по-местному барок. Дальше идет сарафан. Уважение усть-цилимок к сарафану всегда было. Никогда сарафан не одевали, не раздевали через ноги, всегда только через голову. Здесь мы представим вам сарафан прямого кроя. Он появился уже позже, уже в 20 веке. До этого носили косоклинные сарафаны. Староверы его называли лопатино, никак не признавали название косоклинный. Или сарафанчики на лямках. Здесь вот такой прямой. Это у нас горочный костюм, горочный сарафан, праздничный, парчевый. Девушкам надевают коротенькую, распашную короткую душегрею на лямках. Позже в праздничном наряде появится фартук. Из украшений Усть-Цилима используют серебряные и позолоченные цепи, запонки, пуговицы и броши. На конце серебряной цепи праздничный крест, который прячется под сарафан. Весь наряд подтягивался, придавал девушке стать, не давал расслабиться, спинка прямая, все выправлялось. Девушки носят на голове хазы, повязки, украшенные бисером и позументом. Женщины прячут волосы под кокошник, сверху повязывая плат. Здесь мы представляем репсовый. Самый дорогой считался конофатный плат. Он более меньших размеров, одевался, он самый богатый, шитье золотом. Одевался по праздникам, по большим праздникам, покрывал голову невесты иногда. Здесь мы представляем вам репсовый плат. Репсовый плат, он красивый, самый нарядный, с длинными кистями. Кисти достигали колен у девушки, у женщины. Женские наряды служили мерилом достатка, и в сундуках Усть-Цилимок хранилось до 5-7 комплектов одежды. Елена Кононова, Елена Красильникова, Артем Соколов, Павел Юлянмин, телеканал Юрган.